Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время для самых важных тем и самых интересных гостей в этой студии или же за ее пределами. Например, по скайпу. Как это будет сегодня, именно так и будет. Да? У нас очень два интересных гостя. Я еще поддержу интригу чуть-чуть. Вот, вы видите телефоны и Viber и Skype, по которым можно звонить нам и задавать вопросы моим очень интересным собеседникам. Я постараюсь, чтобы вам было интересно. Пока у нас на связи только один гость, я с удовольствием подключаю та-да-да Марка Фейгина. Привет, Марк. Рад приветствовать, Эдер. Слышно тебя хорошо. Фон у тебя на уровне, в общем, тоже находится. Вот. А ты бы сделал уже... Хромакей, я же говорил, у меня хромакей, у меня своя как бы студия. Нет, то, что у тебя с хромом все окей, и вообще я вижу по лицу. Да, и с хромом, и со всем остальным. А может, ты какую-то уже заставку придумаешь для АТР специальную для наших эфиров, чтобы поинтереснее было? Ну, там, я не знаю, что можно предложить тебе. Флаг Папуа Новой Гвинеи, например. А почему? За что тебе так не нравится Папуа Новой Гвинеи? А почему не нравится? Наоборот, как раз таки наоборот. Ну, давай пока поговорим про Папуа Старую Гвинею. Да, вот. Да, и точнее про территорию, которую называют Северной Кореей, вот, которая отличается от просто Северной Кореи тем, что жители Северной Кореи пришли в рабство добровольно. Вот. Сами себе его построили. И вот, значит, строили, и, наконец, построили. Что же мы построили? Сегодня расскажет нам, что же они построили. Расскажет нам сегодня знатный эксперт по Русскому рейху Марк Фейгин. Вам слово, Марк, не сдерживайте себя. Ну что же. Я, конечно, там, может быть, дискутирую по поводу трактовок, но, в принципе, по сути, последние выборы продемонстрировали, что мы находимся на завершающем этапе формирования вот того, что ты называешь рейхом. Здесь это вопрос спора дефиниции, какая разница, если даже это просто авторитарная диктатура или тирания. И вот почему. Потому что выборов не было и раньше, как и других институтов формирования власти и так далее. Но вот нечто новое появилось. Вот эта удивительная вещь. Соединилась архаика и модерн. В чем он соединился? Потому что казалось бы, отсутствие выборов – это свидетельство архаики, это какая-то, не знаю, погружение в какое-то особое средневековье, и это нравится. Значит, власти, отчасти большинству это нравится. Но вдруг появилось электронное голосование, дистанционное, то есть через интернет, что, казалось бы, в условиях нынешней диктатуры нонсенсом выглядит, однако оно очень прижилось, и, по всей видимости, действительно будет именно в таком виде формироваться власть. То есть компьютер, ты нажимаешь на какие-то кнопки, провода, которые никуда не ведут, и тебе просто выдают на табло результат, которого ты не знаешь. И я думаю, что это репетиция перед выборами 2024 года, и, скорее всего, уже вообще не останется никаких физических выборов, а останется только счет на табло. Там, Путин 100%. Слушай, Марк, я извини, прерву, это перспективы величайшие. Технологии развиваются, и дальше можно силой мысли голосовать. Вот, то есть человек сказал, я проголосовал. Чипами в голове. Да. Тем более, что чипы у большинства россиян уже давно стоят и надежно работают на власть. Да. Продолжай, пожалуйста, извини меня. Да, в общем-то, собственно говоря, ситуация очень печальная. Во-первых, именно поэтому, что обкатали эту технологию с голосованием через интернет, и обкатали ее, конечно, и понятно как, в пользу власти. Понятно, что там просто-напросто набирали случайный набор цифр. Да, они их подгоняли еще не до конца доработали, но будет именно так. То есть, если в Москве 2 миллиона голосовало якобы через интернет, опять никто не знает, кто там регистрировался, чего. Но цифру эту выдали, и она формирует власть, эту цифру. Ты понимаешь? Прям формирует, кто будет депутатом, кто не будет. Именно таким образом. То я не вижу никакой проблемы к 2024 году, остается 2,5 года, раскатать это на 50 миллионов. Понимаешь, вот представляешь, 50 миллионов проголосовало через интернет. А есть они эти 50 миллионов? Нет этих 50 миллионов. Голосовали они или за них просто голосовали, или даже просто назвали цифру, это уже вторично. Совершенно еще очевидна вторая вещь, что на самом деле вот эта виртуальная такая же оппозиция, она давно уже, будучи раздавлена окончательно, существует только в виртуальном пространстве. И вот эта тема умного голосования, она при всех благих намерениях, я не сторонник умного голосования, я не ходил, естественно, голосовать, не голосую я уже 20 лет,
Вот, на выборах. Я в 96-м году последний раз голосовал за Ельцина, имел такой грех. Вот, в 2 турах голосовал за него. И 1 раз сделал исключение, когда в 2013 году голосовал за Навального на выборах мэра, ну и то только потому, что его могли посадить, а в выборы институт, как при Путине в России, я не верю, поэтому и не голосую. Но тем не менее, умное голосование была попытка по принципу, а давайте вот сделаем все на зло власти. Вдруг из этого что-то получится. Знаешь, это самое, послушай, есть такая поговорка хорошая, но на зло папе, на зло маме утону в помойной яме. Вот, извини. Ну или там, если, значит, соседу сделать 2 раза то же, что сделать мне, тогда выклейте мне глаз. Угу. Так и тут. Приблизительно такой логикой руководства, давайте за коммунистов проголосуем. Коммунисты, нужно понять, что это не какие-то еврокоммунисты, это наши. Такие сталинисты. Коммунисты. И это, ты знаешь, мягкое лайт-определение, потому что сталинистами уже партия власти выступает. Вот Лавров такой, он, например, апологетизировал в период предвыборной кампании, говорил, что Сталин вот незаслуженно его критикует, идентифицируя его с победами в войне и так далее. Нападая на Сталина, вы нападаете на Святую Победу. Так вот, коммунисты, они еще хуже, они еще страшнее. Во-первых, они все лжецы в русском варианте, чтобы вы понимали. То есть им верить нельзя в принципе, они всегда сдают и продают. Любой с ними конкордат оппозиции приводит к тому, что оппозиция оказывается в тюрьме, а коммунисты остаются там же, где были. Вот. Надежда на их протесты, на их возмущение, что вот у них украли голоса, это наивная надежда. И договорятся быстрее, чем кто бы ты ни был думал. Зюганов – это миллиардер, у него огромная семья, кстати сказать, семья миллиардеров. Внук у него возглавляет в Мосгордуме, тоже депутат. Фракцию КПРФ, ну и вообще они в порядке, в полном упакованы и так далее. Представьте себе, что 78-летний Зюганов ни с того ни с сего полезет на баррикады, будет отстаивать честные выборы, ну мне верить с трудом. И вот ставка на это, а говорилось о том, сторонниками ФБК, вообще соратниками Навального, которые сейчас в эмиграции находятся, в Вильнюсе в основном, они говорили о том, что мы хотим посредством вот результатов умного голосования вызвать напряжение внутри власти, что вот те, у кого отнимут эти мандаты, или же, допустим, они все-таки получат в каком количестве, а это в основном коммунисты, на 90% рекомендации это коммунисты, что они вот возмутятся, и тем самым власть, режим, который слишком представляется монолитными, испытают на прочность вот этими противоречиями. Ну, естественно, в это поверить мог только сумасшедший. Этого и не произошло. Сейчас коммунисты спокойно договариваются с администрацией президента на Старой площади и спокойно придут работать в этот новый созыв Государственной Думы, и, конечно, никакого возмущения на улицах, протеста. Я даже, знаешь, вот надо все слова, вот русский язык, почему он вреден, да? Потому что в нем слова все несут искаженный смысл. Почему я вот в данный момент до поражения русского рейха, просто за то, чтобы им не говорить, ну так уж приходится нам с тобой, уродом таким, что мы с детства на этом языке говорим, а все неправда. Вот выборы, надо кавычки ставить уже. Значит, ты говоришь, договорятся, с кем, кто? Разве кто-то под столом, это субъект переговоров, что ли? Это просто человек под столом. Ему говорят, что делать, и все. Я хочу вот что сказать. До нас тут Бабченко долучился. Да, представляешь себе? Вот. Аркадий, отзовись. Ого. Раз, два, три, 4, 5 отозвался. Красивый какой, желтый па, это флаг украинский. Вот посмотри, поработай над фоном, пожалуйста, Марк. Вот поработай над фоном. Ну я постараюсь, мне пока ничего в голову не приходит. А ему что в бункере делать? Он там фантазирует, сидит там, вот крутится перед зеркалом, я шучу. Вот, Аркадий, я хочу тоже услышать от тебя какие-то реляции. Я знаю, что ты очень, очень рад был, что такие выборы прошли. Вот. С чем связано твое удовлетворение их результатами российских выборов в Государственную Думу, так называемых выборов, так называемую Думу, так называемой России? Так называемых депутатов. Ну и так дальше. Да. Пожалуйста, аппаратная студия, сделайте мне студию погромче. Я Марка слышу хорошо, а Эдера почти не слышу. Восхищение мое вызывает присутствие господина Прилепина в Государственной Думе, в кавычках теперь. Потому что, когда были вот эти вот 3 дня голосования, я метался по квартире, грыз шкаф, из-за того, что у меня нет паспорта, потому что я хотел взять серпаст и молоткаст и пойти выбрать Прилепина, потому что, мне кажется, в этой стране мало Прилепина. Мне кажется, туда надо больше Прилепина. Мне кажется, там надо всю Думу, что пусть вся Дума состоит из Прилепиных. И
Раньше там были партии жуликов и варьев, потом провели они умное голосование, и теперь там краснопузые и террористы. Это, по-моему, просто какой-то удивительно уникальный вариант. Такого еще не было. Но это что-то с чем-то. И я абсолютно этим удовлетворен. Я люблю, когда все органично, когда форма соответствует содержанию. Вот пусть эта форма вот этого вот, также в кавычках, парламента наполняется вот этим вот содержанием из террористов-убийц, пусть они на население российском обкатывают то, что они хотят обкатать. Хотели, пожалуйста, вы в обе руки держите. Все желания должны исполняться. Я хочу Марку задать вопрос. Дорогой Марк, ты наиболее из нас, всех троих, наиболее лояльно относишься к господину Навальному. Так традиционно сложилось. Ты гораздо более просто добрый человек, вот и все такое прочее. Вот, и фон у тебя такой позитивненький. Вот я хочу спросить, два вопроса задать тебе. Может, у Аркадия тоже будет, и вообще предлагаю просто включаться в разговор. Тут у нас не кафедра марксизма, анализма. Вот. Значит, вот штабы Зеленского находятся в государстве Литовская Республика. Я правильно понимаю? Да. Штабы Навального, да. Навального, да, прошу прощения. Навального. И вот, значит, сидят эти штабы Навального и валят Путина. Они его просто каждый день, он не может ни заснуть, ни проснуться, он вечно описавшийся и бежит, и сдается, и все такое прочее. И так уже 21-й там, или другий рік, да, вот. И вот эти люди, которые, вот выборы с участием Крыма, я подчеркиваю, Крым является частью федерального округа. Ты эти голоса никак не отменишь, не отнимешь. Так они там еще и агитацию какую-то вели за вот это умное голосование, да? Значит, скажи мне, насколько этично поведение штаба Навального, находящегося в Литовской Республике, Конституционный суд которого под руководством моего друга Даниса Жалимаса первым сказал, что аннексия Крыма противоречит даже Конституции России, не говоря про все остальное, да? Это страна, которая радикально осуждает все российские действия в отношении Крыма, и тут приехали товарищи, растеклись по вильнюсским пивным, да, со своим вот этим видением мира иным. Ну, я понимаю, ты имеешь в виду, что они... Они ведут политическую деятельность на оккупированной территории. Фактом оккупации Крыма ради большой политической задачи, какой они видят, значит... Привод к власти Прилепина, да. Ну, прежде всего, войной с Путиным, да. Ну, я тебе говорю, что очень часто русская оппозиция славится тем, что она борется со злом негодными средствами. К сожалению, увы, это так. И жизнь доказывает, что они ничего не дают, потому что от того, что вы не хотите пренебрегать Крымом как одним из субъектов, значит, ну, собственно, выборного процесса, как представляется им, да, оккупированной, но части территории России, так вы же ничего и не выиграли, они же ничего и не выиграли, они проиграли все. Понимаешь, если уж на то пошло, а что толку от умного голосования, если власть просто объявила результат, а вы тем самым просто легитимировали этот результат участием в том числе и своих сторонников, которых призвали голосовать везде, и там и на территории Крыма, и в посольствах за границей, и я не знаю, где угодно. То есть я считаю, что это, конечно, политическая ошибка. Нужно было отказаться от любой работы в Крыму. Кстати, Яблоку тоже. Яблоко, кстати, тоже не отказалось. Очень хорошо, что ты это сказал. У них в уставе... Это легко удостоверяет. Смотри, за них тоже подали какие-то голоса. Они же говорят, что мы не признаем. Единственная партия, которая не признает оккупацию Крыма, которая выступает мя-мя-мя-мя-мя-мя, и раз на выборы с оккупированным Крымом вместе, и голосуйте за нас. А вот желание хоть как-то... Да, я просто одну фразу, а вот желание как-то пролезть, как-то втереться, как-то прокрасться, если хотите, да, вот в эту власть, оно выше, нежели принципы, которые, может быть, у них у некоторых и есть. Я бы не отрицал этого вовсе. Но они выше. Вот политическая целесообразность в данном случае выше, а жизнь показывает, что наоборот, следовать принципам гораздо лучше. Да, а жизнь, она на 40 раз показывает, и даже на 41-й ничего не понятно. Аркадий, дополни, пожалуйста, предыдущего оратора. Вы вот тут все серьезно как-то обо всем этом пытаетесь рассуждать. Я, наверное, в этом эфире побуду
вас, наверное, клоуном с шариками, потому что я серьезно об этом говорить не могу. Это абсолютный бред. И эти выборы не имеют никакого значения. Через 2 недели они будут забыты полностью. Но у меня есть свои 2 вопроса. Первый вопрос у меня такой. Вот вы заговорили про Вильнюс. Вильнюс-то бог с ним. Меня поражает издание «Медуза», которое находится в Риге. И вот оно сидит в Риге. И из Риги, значит, агитирует за Захара Прилепина, но который по умному голосованию, там же за Захара Прилепина голосовать надо, за того самого Захара Прилепина, который в Москве по бульварам ходит с красными флагами в белом круге и орет: «Наши миги сядут в Риге». И у меня, знаете, как-то Миги, Риги, Медуза, Прилепин, Миги, Риги. И у меня вопрос: у вас там, ребят, какие-то шестеренки в голове ничего не начинают скрипеть? Потому что, как бы, ты к кому обращаешься? К латышам или к медузам? Кому ты обращаешься? Нет, к медузе. Это бесполезно. В прошлый раз, в 40-м году, Советы пришли в так, как они называют это, Прибалтика, да? Первым делом они расстреляли белых иммигрантов. А вы вот сейчас зовете голосовать за чувака, который говорит: надо нам завоевать Ригу. Вот это для меня очень интересно. И второй у меня вопрос, на который бы мне хотелось получить ответ, но это вопрос в пустоту, конечно. Это не к Марку даже, и уж да, риторический. Это риторический вопрос. Вот у меня такой вопрос. Вот давайте представим, вот получилось у вас ваше умное голосование. Вот вы его провели, все замечательно. На 100% везде все выиграли, на 100% идеально. И вы получаете Думу, состоящую на 80% из коммунистов и на 20% из прилепинцев. Все по вашему плану. Что дальше? Вот что дальше? Чтобы зачем вот вы хотите это сделать? Чтобы что? Вот у меня такой ответ. Ну, то есть, да, интересно, да, то есть их, действительно, любой результат надо рассчитывать на максимум, да, вот максимальный результат — это то, умного голосования вот этого, то, о чем ты сказал. Это приход к власти сталинистов, ушибленных теток вот этих, ветеранов Новороссии, убийц, прилепинцев и прочее. То есть, а почему эти вопросы никто им не задает? Почему мир такой, знаешь, как ребенок из детского сада, вот такой хороший дядечка Алеша, давайте там за него, влиятельный человек, в 100 влиятельных людей мира попал Навальный. На что он влияет? На состав баланды в своей тюрьме? На что он влияет? Или он влияет вот на этих полоумных, которые идут выбирать Прилепина, да? Вот какой эффект от этого? Как это можно Западу продать? Что это вообще за разговоры такие? А, Марк? А это вот ровно то же самое, кстати говоря, то, что было в 2011 году, когда Борис Немцов, Михаил Касьянов и Владимир Рыжков до 2011 года даже пытались выводить людей на марши несогласных. Пытались, туда выходило по 300 человек, и вот вывести людей на марш — это было границей планирования, да? А тут бац, 10 декабря 2011 года вышло вдруг 11 тысяч. А что делать, они не знали. Вот они просто не знали, они растерялись. И как бы к Немцову не относиться, я вот к нему отношусь предельно хорошо на самом деле. Но главным режиссером увода людей тогда в болото был, безусловно, он, потому что не знал, что делать. И вот здесь то же самое, граница планирования, да, горизонт планирования. Надо нам выиграть на умном голосовании, привести во власть коммунистов. Чтобы что? А дальше горизонт планирования не распространяется, его просто нет. Это действие ради действия, понимая, что результата не будет. А результат взял и получился, друзья мои. Вы вот во власть сейчас привели прилепинцев. А Захара, насколько я помню, мы с ним выпивали, мы же с ним когда-то товарищами были, приятелями, приятельствовали, да? Вот насколько я помню, он не окончательный кретин, да? Он хотя бы слюна у него здесь еще не течет, по крайней мере, она еще не течет. И он эти 6 лет использует для того, чтобы зацепиться за власть. И он зацепится. Вы приоткрыли калитку уже совершенно окончательному упырям, бегая со своими шариками. И вы сделали из парламента действительно воров, вы сделали теперь парламент террористов, уже официально признанных. Вот и весь результат. Вот и вся глубина планирования. Ну, смотри, у Кремля горизонт планирования значительно четче и больше. Я не знаю, как там насчет каких выборов 2024 года. Можно считать, что они уже прошли или что они не состоялись. Но вот простой, значит, пример. Эта Дума, по сути дела, создана и проголосована, в том числе с фальсификациями, со всеми делами, но в том числе и вот навальнистами, и там либералами, какими-то яблочками.
ровно для того, в ней есть единственная функция. Все остальное, она и так автоматически проголосует, это никого не коснется. И запрет интернета, и что угодно, вообще черта лысого. Но она должна будет проштамповать войну большую, если Путин ее начнет. Да? Это Дума войны, это Дума Третьей мировой войны. И ее избрали с гиканьем, с этими ёршиками унитазными, там, с шариками, как ты говоришь, и так далее, и так далее. Да? Вот, Марк, как ты думаешь, как должны себе объяснить люди, что они выбирают какую-то, или другим объяснить. Вот они выбирают то, что не имеет никакого значения, кроме символического подтверждения права Путина воевать с остальным миром. Зачем в этом участвовать раз? И потом, действительно ли эта Дума создана именно для того, чтобы этот созыв и проголосует за что-нибудь за следующий этап, скажем, войны, которая уже идет, в принципе? Как думаешь? Ну, справедливости ради надо сказать, что любой состав Думы при Путине проголосует за войну, и для этого не надо его там сильно ужесточать, огрублять по своему составу, да, и что этот созыв, что предыдущий, я, честно говоря, не вижу разницы. Дума не субъект, это не парламент, это даже не хозотдел, подотдел очистки, да, это просто сбор мудаков, которых держат там для того, чтобы они штамповали. У нас телевидение, пожалуйста. Да, не так, как у меня. Разгулялись там, в общем, на ваших суть здесь такая, кстати, это цензурное слово Ишака. Вот. Смысл здесь в том, что их собирают для того, чтобы, лишний раз даже поглумиться. Потому что вот Вассерман в Думе, я думаю, в Украине, знаю... Как Вассерман? Он приблизительно вот так, да. Он якобы из Одессы какой-то... Я из Одессы, здрасте. Да. Да, вот ты понимаешь, ведь они же тоже понимают, что это за чудо вот с этими, с карандашами, с ручками, с какими-то там и так далее. Все же понимают, что это идиот клинический. Что мы будем выбирать выражение? Разве нет? Мы же понимаем, что это психически ненормальный, неуравновешенный человек. Какой парламент? Куда? Зачем? Для чего? Понимаешь? Таких надо в Кащенке держать под 7 замками. Но они согласовали. Он входит в список Собянина. Собянин, богатый, миллиардер, мэр Москвы, туда-сюда, да. И вот они его согласовали. Говорят, да, мы рекомендуем, это знаток, туда-сюда, вот давайте его. Он сейчас сталинист, правда. Вот. Будем голосовать. Поэтому я элемент глупа в этом вижу. Когда вот ты задаешь вопрос, зачем такой состав, на дураков проще списать, потому что, а что от них ждать? Милонов, кстати, снова прошел. Это сродни тому же персонаж. Поэтому я бы так не цеплился на том, что они могут, что они как-то самостоятельно, что будут требовать от Путина, начнем войну с Украиной, захватим ее, в Ригу сядут наши МИГи, там этот Прилепин и так далее. Я не думаю. Я думаю, что, в принципе, задача стояла чисто арифметическая, чтобы сохранить эти 2/3, и то только ритуально, потому что, на самом деле, оставшиеся 1/3, они точно такие же, как и эти 2/3 из партии власти, из «Единой России». Будут голосовать также и за войну, и за все остальное. Нет здесь у них противоречия вообще никакого. Делят они только деньги, больше ничего. Вот. Но что касается людей, которые за них отдают голоса, вот какая-то часть отдает полной безнадежности. Я просто могу как-то стратифицировать аудиторию, да, у себя там на канале, в других местах. Я вижу, что люди уже дошли до ручки, страшные антикоммунисты. Вот я антикоммунист по натуре. Я никогда не проголосую за коммунистов, даже если меня будут расстреливать. Поэтому для меня легкий выбор. Мне не надо мучиться, я просто антикоммунист. Поэтому такое для меня неприемлемо. А я знаю таковых же, по убеждениям, по взглядам, да, и многие годы, которые пошли, поддавшись на призыв умного голосования, проголосовать за КПРФ. Мы отворачиваемся, нам неприятно. Но если ты отворачиваешься, тебе неприятно, то не надо этого делать. Зачем же себя насиловать-то? В надежде, что мы вдруг каким-то образом переломим ситуацию на выборах и так далее. И что, и переломили? То есть эти люди сейчас испытывают разочарование, не вдумываясь так глубоко, о чем спрашиваешь ты, что вы выбрали парламент, который будет голосовать за войну и жизни людей, которые могут быть принесены в жертву, соседние страны и так далее, на вашей совести тоже, поскольку вы пошли эту Думу выбирать, поддавшись этому призыву оппозиции. Но я тебе хочу сказать, они сейчас испытывают горечь, разочарование, да, разрушенных надежд, прежде всего от того, что они этого результата не добились. Что им не удалось додавить, чтобы в Москве из этих 15 округов 8 заняли представители КПРФ. У них другая рефлексия. Это же чистейший Стругацкий, это же чистейший необитаемый остров. Это мир наизнанку, да, Саракш, в котором вывернуто наизнанку вообще все, то есть в том числе и
информационное поле, да, сами торсионные поля вывернуты наизнанку, и они наизнанку выворачивают мозговые извилины. И там бред становится абсолютно нормальными вещами. Вот у меня есть знакомый, да, он живет под Москвой, я до сих пор читаю, он у меня в ленте мелькает, он до сих пор во френдах в ленте. Он антипутинист, антисталинист, антикремнашист. Один из там последних более-менее как-то адекватных людей, который никоим образом не поддерживает ни Кремнаш, ни войну с Украиной. Вот все. Все нормально, все хорошо. И вчера я у него в ленте читаю: ура! Умное голосование победило, в моем городе победил коммунист. И он реально вот это пишет как достижение, как победу, он реально этому радуется. А у меня вот здесь вот, у нас с вами, у всех находящихся вне этого вывернутого наизнанку мочевого информационного пузыря, просто челюсть падает. Потому что, ребят, вы что делаете? Вы понимаете, что это вообще, вы уже бред, это уже не нам надо обсуждать, это надо психиатрам обсуждать. А там это кажется нормальным, потому что да, вот мы в пику Единой России, я проголосовал за коммуниста, я антикоммунист, проголосовал за коммуниста, и у меня победил коммунист. Ура, это победа демократии. Каким образом? Каким боком? Абсолютно, совершенно невозможно ничего не понять. Но я бы вот все-таки немножко возразил все-таки Марку, что и Милонов, и Вассерман просто отлично. Это песня для моих ушей. Милонов, Вассерман и Прилепин, они, конечно, будут орать и про миги сядут в Риге, и про все остальное, и убивать там украинцев, и мочи ЛГБТ, все это они будут орать, они именно для этого и нужны, чтобы средний московский буржуа, сидя в Жан-Жаке, читал, ужасался и думал: да бог с ним, ё-моё, Единая Россия как-то все-таки поадекватнее, чем эти. Лучше уж пусть те хотя бы будут. У них и такая функция все-таки есть. Вот вообще, конечно, я себе представляю этих умных людей, про которых вы рассказываете. И вот сидишь такой, наложил себе дерьма на тарелку, давился, съел, давился, съел, а потом такой сидишь расстроенный и плачешь. Зачем ел? Не понимаю. Там защитная реакция срабатывает, я вам скажу, вы просто, может быть, не настолько погружены и следите. Поняв, что они проиграли, потому что, умное голосование не принесло никакого результата. Прошедшие там, не знаю, может, с десяток каких-то оппозиционных по всей стране, из 450 депутатов, 225 по округам, если мы говорим об округах. Это каких, Марк, оппозиционных? Это которые считают, что Украину надо немедленно захватить? Да, это оппозиционная конструктивная оппозиция, это легальная оппозиция, имеется в виду коммунистов. Да? Они сейчас уговаривают себя, очень многие, что нет, на самом деле все было не зря, все было сделано правильно. Те, кто не ходили и призывали не ходить, как типа я. Я вот не призывал к бойкоту, но я скорее говорил: я не пойду, а вы решайте за себя сами. Но в принципе я бы вам советовал вообще в этом дерьме не участвовать. Вот. Они наоборот продолжают еще более агрессивно нас копировать, говоря о том, что вы тут пытаетесь морализаторствовать, занять позицию моральной победы. Это не так. Значит, мы пошли на этот компромисс моральный для того, чтобы хотя бы что-то сделать, хоть как-то выступить. А вы, устранившись, думаете, что вы, значит, чище и выше, но это не так. Я справедливости ради еще одну вещь замечу. Неправда было бы сказать, что совсем единицы, значит, не поддержали умное голосование. На самом деле выступил ряд публики, культурной в том числе, против умного голосования. Там Акунин какой-нибудь и так далее. Очень много людей. Да, они написали посты, они, значит, выступили, как всегда, на своей же шарманке на «Эхе Москвы» или других мест с рассказом о том, что, кто-то говорил, что они морально не готовы поддержать коммунистов, что это слишком для них too much. Кто-то говорил о том, что, значит, по отдельным кандидатурам не согласен, как вот в случае там с Литвинович было и так далее. Кто-то, значит, еще по каким-то причинам. То есть каждый свое, каждый со своего. Но мало кто говорил об Украине, и мало кто говорил, что руководствуется соображениями этического, политического, этического характера, что недопустимо в принципе участвовать в выборах и поддерживать тех, кто поддерживал, значит, аннексию Украины и продолжает это делать, и поддерживает репрессии против Украины и украинских граждан. Вот таких практически нет. Чтобы тут иллюзий не питать, это действительно так. Это чистейшей воды окно Обертона, просто чистейший, потому что у меня сейчас ощущение, что мы с вами сидим в 2013 году, вот когда Марк говорит, у меня полное ощущение, что мы сидим в 2013 году, и у нас прошли выборы мэра Москвы, в которых Алексей Анатольевич Навальный вышел, там чуть ли не вышел, или типа вышел во второй тур,
Сергеем Не вышел, Александровичем второе место он занял. Ну, по экзит-полам он выходил, но вот нарисовали, что, конечно, он не вышел, естественно. И вот абсолютно та же риторика, которую я тогда слышал от русских либералов, что мы идем голосовать за Навального, зажав нос. Потому что Навальный тогда делал себе риторику, делал себе рейтинг на антимигрантской риторике. Он говорил, что надо строить вот все эти концлагеря для таджиков-вьетнамцев. Пригодились концлагеря-то, да. Да, там сами сейчас и сидят. Что вот все, хватит кормить Кавказ, вот все эти его лозунги, да. И российская либеральная интеллигенция тогда говорила: ой, ну мы идем голосовать, зажав нос, но другого-то никого нету. Прошло 7 лет, 8 лет. Сейчас попробуй российской либеральной интеллигенции напомнить вот про это, по 2013 год, как они готовы были голосовать. Я не говорю сейчас, изменился Навальный, не изменился, там, осознал он, не осознал. Я говорю о том, что вы готовы были голосовать за человека, который шел на выборы с откровенно российскими, фашистскими, в общем-то, лозунгами. И там это вызывает просто дичайшую истерику и дичайшее отторжение. Потому что в их головах Алексей Анатольевич Навальный уже стал царем. Вот сейчас 2021 год. Они говорят, что мы идем голосовать за Прилепина с коммунистами, зажав нос. Пройдет 8 лет, и поверьте мне, пройдет 8 лет, и Прилепин у них будет новой мессией. Вот я вам точно говорю. Окно Обертона чистой воды. Да, завернул так завернул. Я хочу сказать, вот на тему немножко перевести международную. Наконец-то впервые парламент Украины призывал мир не признавать выборы вообще в Государственную Думу России. В прошлый раз, в 2016 году, так я писал, пытался сделать, чтобы как-то общественное мнение убедить в том, что надо именно требовать непризнания всех выборов. В итоге ограничились списком про выборы в Крыму. Тогда теперь Украина, этот парламент все четко сказал, что вообще выборы эти не надо признать в принципе все. Да? И тут начинаются реакции разных стран. Я сейчас посмотрю, вам покажу вам. Их можно было прослушать, но времени жалко, я прочитаю. Так. Турция не признает результаты российских выборов в незаконно аннексированном Крыму. Заявление МИД Турции. Дальше. Выборы в России происходили с многочисленными нарушениями. Европейский Союз никогда не признает их результаты в аннексированном Крыму, заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Петр Стано. Дальше. Ну и так далее. То есть, что вы тут лепите? Крым, там, по крайней мере, половина депутатов, вот эти по спискам, да, которые идут, они же выбраны с участием Крыма оккупированного. И эти голоса никак не отделишь ни от чего. То есть ровно половина априори незаконно выбрана, и плюс еще депутаты мажоритарного округа от оккупированного Крыма. То есть больше половины этой Рады, с точки зрения всех этой Рады, прости меня, Господи, этой Думы, да, даже с точки зрения формальной, вот то, что участники Крымской платформы сказали, что мы не признаем, а как вы можете признать парламент, больше половины депутатов которого избрано с участием голосов, с участием, ну не с участием, там, с добавлением голосов от оккупированной украинской территории. Как можно, в Крыму мы не признаем, а в России признаете с оккупированным Крымом? Вот как к этому относиться? Ну, я добавлю, значит... Да, давай ты, Аркадий, я после. Не, у меня одна только реплика. Есть отличная формула, которую можно подвести под любой, в общем-то, в принципе, вопрос, который объясняет, в общем-то, все. Запад может, но не будет. Запад может не признавать, но не будет. Отлично пошумит, признает и продолжит работать дальше. Да, Марк, извини, я тебя перебил. Да, я просто первое добавлю, что и вывозимые из Донбасса вновь неофиты, вот эти новые граждане, их там по разным оценкам 630 тысяч паспортов роздано российских, и они тоже участвовали в голосовании, там и дистанционно, и в Ростовской области их возили, но говорят, и в Московской области автобусы возили. Я не знаю точно деталей, но показывали кадры, значит, что они в Ростовской области точно голосовали. И они голосовали, естественно, и по округам за кандидатов, и по партийным спискам. В Крыму ведь тоже, правильно ты говоришь, не только мажоритарная округа, пропорциональная система ровно такая же. Сколько там? 2 миллиона избирателей, я точно не смотрел цифры. Они же тоже голосуют за Единую Россию, за остальные партии, прошедшие в Государственную Думу. У меня другой вопрос, я по-другому хочу повернуть. Ну хорошо, вы не признаете только в Крыму, потому что территория Крыма оккупирована. Во всей остальной России пока, во всяком случае, они терминально, окончательно не высказались. Там могут еще быть варианты. Посмотрим. Госдеп жестче высказался, но тем не менее.
А у меня интересный вопрос. Ну хорошо, даже с учетом Крыма, даже с учетом всех этих доводов. А что вы будете делать с делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы? О, я хотел про это спросить. Прибывшие Да. депутаты. Вы что, считаете, будете там, значит, вычленять сколько чего? Это во-первых. А во-вторых, сам Совет Министров Совета Европы прямо в канун выборов сделал заявление, обратился к московским властям, к Кремлю, что, пожалуйста, выполните решение Европейского суда по правам человека по 39-му правилу в отношении Навального. Угроз жизни и здоровью его должны выпустить. Это решение Россия вот уже полгода не выполняет. Ну, где-то полгода, в начале года приняли. Это решение, когда Навального 17 января, когда он вернулся в Россию, арестовали. Как может находиться страна, единственная за всю историю не исполнившая решение Европейского суда по правам человека по 39-му правилу, ни одна страна не решалась не исполнить такого решения. Бывали проблемы с исполнением решений членов Совета Европы, но только Россия его не исполнит. Как вы можете дальше давать ей возможность находиться в составе Совета Европы в принципе, и в частности делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы? Вот это мне непонятно, как они из этого будут выворачиваться. Слушай, а я представил себе состав делегации Российской Федерации. Это Вассерман, вот этот вот, да? Милонов. Он будет там пожирать радужные флаги. Прилепин. Да, Прилепин, Захарушка, который просто придет, там, я не знаю, с татуировками, сколько он убил людей, там, я не знаю, политрук, там, ему положено как-то людей побуждать к убийствам, да. И вот эта вся гоп-компания, еще муж Скобеева, и вот этот вот... Да. У него кличка Куколь, это можно говорить? Как кличка? Куколь у него кличка. Что это такое? Тебе лучше не знать. Мы сейчас не будем рассказывать, не надо. Вот видите, как я удалил. А я же не виноват, что его так зовут. Понимаете, я же не виноват. Вот так ты не виноват. Распространен везде, известный как. Да, вот, например, он в делегации. Ну, представьте, все это вместе с Петром Толстым. А, кстати, вот эта Татьяна Толстая не прошла в Госдуму еще, нет? Вот это, нет? Писательница? Да. Она не баллотировалась. Слава. Хотя надо было баллотироваться, конечно. Ну, у нее сын дает всем, как ты знаешь. Да, там вся родня. Но она его оправдывает, чтобы ты понимал, она его оправдывает. Она говорит, что он хороший малый. Что вы все зря на него наскакиваете, он отличный, Артем. Ничего, суд разберется. Да. Ну и что, значит, вот приезжает все это, вот в первую сессию ПАСЕ с участием этих людей, они точно туда именно таких наберут, вот прям точно, 100%. Не исключено. Люди, которые способны помочиться в фонтан Центральной Страсбурга, это будут точно эти люди, да? Я, на самом деле, от этих выборов вижу огромный позитив. Европа должна увидеть это все своими глазами. Ну, я не знаю, если с этим ничего нельзя поделать, будем этим наслаждаться, наверное. Да, им не доходит, потому что туда приезжают относительно более-менее, а тут пусть приедут, вот совсем уже все вот эти вот куколды встанут там на четвереньки, залают и начнут нести полное количество, которое они несут для внутреннего потребления. Потому что не слушают Бабченко с Муждабаевым, пусть увидит все это живьем. Мне хочется посмотреть на это, на все это. Это будет интересно. Вообще, кто не слушает Бабченко с Муждабаевым, тот слушает скрип тюремного замка вот впоследствии. Поэтому бегите, глупцы, это мы обращаемся к нашей аудитории, части нашей аудитории, которая, безусловно, есть, вот, словами Аркадия Бабченко. И вот как юристу, Марк, а ты еще считаешь себя юристом или нет уже? Ну, поскольку в России нет ни судов, ни юстиции, нет ничего, это казарма чистая, причем такая густопсовая, то я в общем, практически думаю, что о праве говорить применительно к России вообще невозможно. Абсолютно согласен. Вот вопрос тебе. Значит, вопрос из Страсбурга, из города Страсбурга. Европейский суд по правам человека сегодня присудил 100 тысяч евро компенсации. Правда, я не знаю, как можно оценить смерть мужа и 100 тысяч евро. Это вопрос к Европейскому суду, как там высчитывается. Может, кто-то евро стоит, там, я не знаю. Но Литвиненко, его вдова, которую мы прекрасно знаем, прекрасная женщина, мужественная, да, она судилась и досудилась до компенсации 100 тысяч евро. Но главное, Россию признали виновной в террористической атаке государства, Россию, да, вот, и все такое прочее. Ну и что будет, какая будет реакция? Вот давай спрогнозируй нам, пожалуйста. Ну, я думаю, что, скорее всего, ничего не будет. Там несколько вариантов поведения. Москва теоретически самое лучшее, что он может сделать, это выполнит
материальную часть требований, то есть она эти 100 тысяч заплатит, не обеднеет. Да? Но я бы не исключал, процессуально проигнорировать все эти обвинения, на основании которых она там должна какой-то набор действий совершить, сотрудничать со следствием, выдать лиц обвиняемых, их называли, так сказать, которые участвовали в убийстве Литвиненко, это Луговой, Ковтун, ну и так далее. Но они все же в Госдуме сидят. Что там вообще? Ну, Луговой. Ой, а кстати, их надо всех собрать и тоже в делегацию. Да? Ну, думаю, он не такой дурак, наверное, не поедет Луговой. Тут можно даже и не прогнозировать. Что прогнозировать? Вон Стамахину присудил ЕС 12 тысяч евро, Россия просто послала, да и все, и ничего не выплатила. Да, вот это, кстати, интересная вещь. Законодательство позволяет не исполнять решение ЕСПЧ. Вы знаете, Конституционный суд может принять к своему рассмотрению. Сейчас пока одно такой официальный кейс состоялся по 2 миллиардам миноритарным акционерам ЮКОСа, которые выиграли суд в ЕСПЧ. Конституционный суд на основании своих полномочий отказал в ЕСПЧ в реализации этого решения на том основании, что оно противоречит основному закону. Действительно, вот поправка в Конституционном суде, в законодательстве дали такое право. Но вы знаете, по-моему, ситуация дошла до того, что они могут вообще, знаете, как дурака включить и сказать, мы ничего не знаем, ничего не видим. Как же, вот, решение суда, ничего не знаем, идите. Не, но вообще мы знаем, что основной закон России называется АУЕ, арестантский устав един. Вот, наверное, так, да. По своим понятиям они себя правильно, в принципе, ведут. И я думаю, что... Вот фраза сегодня родилась у меня такая дурацкая в YouTube общении с людьми. Вот выбрали, значит, эту Думу, которая легко проголосует за мировую войну, за любой геноцид, за депортацию крымских татар. Кстати говоря, люди в Крыму уже имеют свои тревожные чемоданы, даже не думайте, не сомневайтесь, и отношение такое, что все может быть хоть завтра, да, и за все это уже проголосовано авансом, да, то есть все, они пошли, и вот когда это все рухнет, да, если этот рейх навернется, он навернется, значит, что скажут избиратели, уважаемые представители творческой и иных сортов интеллигенции, вот, что им скажут внуки, спасибо деду-людоеду или что там, вот на что дали лицензию этим людям, да, и я понимаю, что это вопрос риторический, никчемный, да, но как вот вы, оба русскоязычные журналисты, там, ну, кто-то вот блогер, там, наверное, вот, да, вот с этой стороны у меня на зелененьком, я всегда их отличаю, блогеров, вот, что бы вы могли сказать тем оставшимся людям, вот потерянным вот этим, которые как бы чувствуют, что-то, знаешь, чувствуют, что есть бутылка водки, но не знаю где. Что-то чувствуют, что-то не так, но совсем не так все. Но вот не понимаю, есть слова или все слова уже сказаны и, в принципе, обращаться не к кому? А что мы, два террориста, можем с тобой сказать? Что угодно практически. Как включенный в список террористов. Я вот боюсь, у меня же тоже ЕСПЧ рассматривает, там ждет мое дело. Если мне через 10 лет присудят там 10 баксов, мне вот жалко сейчас, я сижу, уже локти грызу. А сказать можно все то же самое. Осталось только два пути. Либо мимикрировать, внутренняя миграция, закрываться и на кухне анекдоты рассказывать, либо уезжать. Все. Никаких других путей нету. Мимикрировать пока еще ситуация позволяет. Внутренняя миграция пока еще ситуация позволяет. Но когда это окно закроется, я не знаю, понятия не имею. И останется тогда вообще только два варианта. Либо ГУЛАГ, либо бежать, и все. Чем раньше это осознаете, те, кто там остается, вот уже немногие, совсем уже немногие, тем больше лет жизни вы себе спасете. Вот и всех дел. Марк? Я вот так скажу, что вот удивительное дело, да, вот русская история. Вот одно и то же, из века в век, из десятилетия в десятилетие ничего не меняется. Вот наш диалог мог состояться об этом, о чем ты говоришь. В 1425 году. Ну, я так далеко не отодвигаю, но даже в 19 веке, да, сидят там какой-нибудь Михайловский какой-нибудь, он был модный такой, да, публицист, еще там пара-тройка, и вот рассуждают на предмет того, а что скажет потомкам
наследники, там, предки и так далее. В таком а потомки своего наворотили такие горы, что забыли, о чем там Михаил разговаривал уже. Ну, я просто к тому, что ничего не меняется. Вот в чем суть. Почему? Вот, Марк, почему так и происходит? Потому что дети совершают еще более иезуитские преступления по сравнению с отцами и с дедами, и как бы не у кого спросить и некому спросить. Вот и все. А потом они вот это интересный вопрос. Интересный вопрос. Они целый набор совершают и преступлений, и ошибок. И они в каком-то замкнутом круге бегают, и выбежать, выскочить из него не могут. Они повторяют все одно и то же, что делали их предшественники. И поэтому ни предшественникам, ни наследникам ответить друг другу нечего. Понимаете, вот представьте себе диалог Навального и Милюкова, а лучше еще какого-нибудь, я не знаю, там, сбежавшего, наконец, Шуйского, да, вот представьте, что они будут друг другу говорить. А ты представляешь себе вообще, этот уровень общения, вот это разные какие-то природные просто слои, да, вот ты представляешь вот этот, я не знаю, любого возьми, даже я не знаю, Кропоткина, да, вот Левака, ну, там, допустим, да, вот он такой едет в поезде и такой: мальчик, водочки принеси, до родину едем мы тут вообще. Это что за эстетика такая? То есть уже просто, знаешь, вот общение, вот российская семья периода поражения Рейха, когда вот уже вот эти окорочка размораживаются на солнышке, да, потому что электричества нет. Значит, вот это то, что очереди за ними, как Аркадий совершенно точно предсказывает, да, и вот сидят они всей семьей, сидят и молчат, потому что понимают, что полностью все в говне. Все поколения. Из матрешки просто. А на утро просыпается и читает твит Ильи Яшина, который пишет: у нас украли выборы. Я сегодня проснулся, прочитал, и опять в голове так заскрипело, думаю, блин, какой год, в какой раз я это читаю? Раз 20-й, наверное, я это читаю. У нас опять украли выборы. Да ты чё, неужели? Не может быть. Какая неожиданность. Это, знаешь, помнишь, говорит, я иду по парку, и меня снова изнасиловали. И что ты будешь делать? Я завтра снова пойду. Вот он смысл. До чего обмельчало, конечно, вот это русский интеллектуальный слой. Но у нас на связи, у нас телефонный звонок, и кажется, что из Мордора. Говорите, кто вы, откуда, и задайте свои вопросы гостям нашей виртуальной студии. Здравствуйте, да. Здравствуйте, Айдер, здравствуйте, Марк, здравствуйте, Аркадий, Михаил Юдин. Я немножко вас утомляю, я достаточно часто общаюсь. А у меня вопрос к Марку. Марк, вот я вас тоже часто слушаю, и мне всегда такой внутренний вопрос, вот сейчас я могу задать его реально. И вот смотрите, когда-то был такой Борис Абрамович Березовский, он говорил, что когда я занимался высшей математикой, я вообще не пил, да? Когда я занимался бизнесом, я пил раз в неделю. А когда я занимался политикой, я мог пить каждый день. То есть политика, в принципе, вещь простая. Вот у меня вопрос. Миша, Михаил, не могу разобрать слов. Пожалуйста, помедленнее и покороче. Просто слов невозможно разобрать. И Марк не может. Да. Покороче вопрос для Марка. Марк, политика достаточно простая вещь. И вот это голосование, оно привело действительно так называемую Госдуму реальных сепаратистов. Вы как человек очень умный. Почему вы, тем не менее, поддержали, я скажу прямо, это абсолютно бредовое и на самом деле преступное воззвание. Спасибо. А какое воззвание? Айдар, ты добрал, я просто не очень понял. Я понял, что связано с умным голосованием, возможно, с позиции игнорирования его. Я правильно понимаю? Ну да, наверное. Михаил, да. Не все расслышал, но если я правильно услышал, ко мне обращенный был о том, преступна ли позиция игнорирования, если я правильно понял. Ну, на самом деле нужно помнить, если я еще раз оговорюсь, правильно понял ваш вопрос. Во-первых, люди, которые не принимают умное голосование как технологию, вы удивитесь, имеют на это право. И если целью является просто следование какому-то призыву, этого мало. Вы понимаете, люди еще и оказываются свободны, у них может быть отличное мнение. Когда это ставится в вину, что вот мы не можем договориться, делать что-то вместе, а мне кажется, что как раз достоинством является то, что индивидуумы отдельные сохраняют собственную позицию и не принимают вот этого коллективного решения о поддержке коммунистов. Мне кажется, гораздо важнее сохранять эту разность. Потому что на самом деле, в конечном итоге,
ни одна технология не стоит свободы отдельно взятого индивидуума. За каждым должно оставаться право быть не похожим на коллективное стадо. Так что я не думаю, что это чья-то серьезная ошибка и вина. Я ответил бы. Вот Марк загнул, просто как философ. Это ты и есть, в принципе, философ. Такое не каждый сформулирует. А знаешь, как вот в бараках тоже вот там годах 40-х, 50-х тоже разные люди были, сидели разные в бараках, но все-таки были вместе. Потому что они имели разные мнения по поводу политики, но как-то за них фюрер все решил. Вот. Поэтому я думаю, что всех помирит барак в итоге. Ну или иммиграция. Хотя нет, в иммиграции русские обязательно перестроятся. В иммиграции русские жить не могут. Это абсолютно исключено, потому что они будут искать березку ровно для того, чтобы своего же на ней повесить. Вот это точно, абсолютно. И вот этот поиск почтового ящика гестапо ментальный, он будет продолжаться в любой точке мира. Они будут нести заявление в нацбезопасность Новой Зеландии на соседа. Это... И продолжите, пожалуйста, Аркадий. В какой концлагерь нас везут? Не знаю, я политикой не интересуюсь. Умное голосование обязательно победит. Ребята, вы обязательно победите в следующий раз в борьбе за юшку от баланды, в бараке, в который вы не знаете, куда вас повезут, потому что политикой не интересуюсь. Я вот, кстати говоря, мне сказать вообще нечего. Я могу рассказать только байку о том, как я познакомился с Любовью Соболь. Я познакомился с любовью. Это за стихи просто. Да. С Любовью Соболь я познакомился 5 лет назад в Таллине на конференции, где мы с ней выступали. Я, она и модератором был Артемий Троицкий. Это было ровно 5 лет назад. И 5 лет назад она рассказывала про умное голосование, как надо идти голосовать, и вот это вот все. И как мы победим, и как Путин испугался. Прошло 5 лет. Меня еще раз пригласили в Таллин на ту же самую конференцию. И там выступала та же самая Любовь Соболь, которая рассказывала про все то же самое умное голосование, как мы победим. А 5 лет назад я в шутку сказал Любови, Любовь, вы знаете, мы не будем с вами спорить, продолжим нашу дискуссию через 5 лет, когда будем оба беженцами в меблированных квартирах в Познане. Проходит 5 лет, мы встречаемся на той же самой конференции, я беженец уже со стажем, 4 года, Любовь вот бежала там 2 недели назад, куда-то там в Турцию бежала, ля-ля тополя. И они встретились 2 одиночества и говорили все то же самое, про все то же самое умное голосование. Ваш дед Ванга, что вас предупреждали. Спасибо, дедушка. И у нас Марк имеет возможность высказаться. Минуты 3 остается до конца. Давай тоже какую-нибудь жизнеутверждающую историю. А хотя что хочешь. Ну, честно говоря, в нынешних условиях про жизнеутверждающие темы не приходится говорить, если они связаны с политикой. К сожалению, действительно, все вполне прогнозируемо, предсказуемо. В данном случае дед Ванга здесь абсолютно прав. И любой критический прогноз, любой страшный самый прогноз, который в отношении России можно предъявить, так он точно сбудется. В этом беда, вы понимаете, в предсказуемости зла. И я, честно говоря, считаю, что даже в этом аду, тем не менее, нужно сохранять известное присутствие духа. Даже если вы эмигрировали, то у вас должна быть цель. Ну вот кто-то говорит, как, например, дед Ванга наш, чем известный, что это личное спасение. Оно важнее, чем коллективная идея. Отчасти это тоже верно. Другое дело, что, наверное, если бы можно было отсоединиться от всего того, что, как принято говорить, в Мордоре, то это было бы выходом. Но, к сожалению, Мордор и за тобой придет. Вот одного он попытается убить, другого, значит, попытается надавить на родственников, третьего, значит, он отравит новичком, 4-го полонием. Все равно, мне кажется, легко было бы снять с себя миссию того, чтобы что-то изменить в этой стране, но, по-моему, это скорее другая задача. Нужно объединиться с теми, кто на Западе, в других приятных местах готов соединить эти усилия и все-таки задушить Путина и всю его ОПГ. Мне кажется, это гораздо важная задача, и в этом есть доля оптимизма. Ну, подводя итог нашей бессодержательной беседы, потому что действительно говоришь что угодно плохое и все сбудется. Теперь ты, кстати, открыл нашу страшную с Аркадием тайну, твою, наверное, тоже, что на самом деле быть экспертом по России очень плохо. Выбираю очень просто. Выбираешь самый худший вариант и ждешь.
говоришь и ждешь. Все, да? Вот, видимо, наш эфир подходит к концу, поэтому я вас страшно благодарю. Вы очень классные, остроумные ребята. Вот, очень хорошо, что вы не в Мордоре, вот, и у нас есть шанс в здравом уме и трезвой памяти говорить честные вещи, а на самом деле серьезных вещах. Вот. И до новых встреч в эфире, я говорю своим так называемым гостям, хотя на самом деле мы считаем, что они у нас дома на крымско-татарском телеканале. Вот. И наш дом, настоящий дом крымских татар, Дом Правды. Наш телеканал – это Дом Правды. Пожалуйста, если вы хотите нам помочь, это сделать нетрудно. Есть подписки на Патреоне. Безопасно абсолютно из любой точки, из Мордора, с оккупированных территорий, откуда угодно. Мы говорим о русском языке, говорим всегда с утра до вечера, мы говорим о репрессиях, мы никого не развлекаем, никого ничем ни к себе не располагаем, мы просто говорим правду. Да, это многим не нравится, но все больше людей в мире понимают, что только правда действенна против русского рейха, который, конечно же, должен быть разрушен. И если вы станете нашими помощниками, нашими соратниками в этой абсолютно не бесконечной и абсолютно не бесполезной борьбе, вот, то наши усилия увенчаются успехом как можно быстрее, поскольку смерть русского рейха, свобода Крыма, единство Украины – это лишь вопрос времени. А вот насколько быстро будет вращаться это колесо времени, зависит от каждого из нас. Спасибо, что смотрите АТР, спасибо, что помогаете. До новых встреч.